Постовые первой смены на месте. Остальной состав для приема и сдачи дежурства. Разойдись! 13 ноября 1990 года эти слова впервые прозвучали для бойцов и командиров специализированной части военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны МВД Якутской АСР. Такие подразделения постоянной готовности создавались по всему Союзу, согласно приказу МВД СССР номер 59 для ликвидации последствий крупных пожаров, катастроф и стихийных бедствий. Первым начальником спецчасти по представлению легендарного начальника управления пожарной охраны Якутии Валерия Яковлевича Погодина стал молодой офицер Игорь Зугдырович Шерипов. Прочитали мое там представление, характеристику, там несколько было замечаний, немножко, такие полковник Коноров только удивился тому, что я был в звании старшего лейтенанта, он говорит, это что такое, должность подполковника, что ли? Да, такой, что-то он. И там все, кто находился на аттестационной комиссии, они заулыбались такие, давай переглядываться, смотрят на меня, думают, наверное, какой-то шустрый молодой старший лейтенант, уже на должность подполковника. Прочитали мою характеристику, там написано было, перспективный, туда-сюда, замечание было, что там написано было вспыльчивый. Он мне сказал, не пыли в городе, и так пыльно. К нам вопросы есть? Я сказал, нету, все, кругом шагом марш. Первое подразделение было создано на базе СВПЧ-2 с уже сложившимся и опытным коллективом, которым до преобразования руководил Сергей Георгиевич Афанасьев. Часть несла ответственность за Ярославский район города Якутск, за всю территорию Якутской АСР и за 2 стратегических района за пределами Якутии. Оказание помощи в случае пожара и аварии Билибинской атомной электростанции мощностью там, по-моему, 24 мегаватта, и Петропавловску-Камчатску в случае землетрясения. Тем временем страна переживала непростой период. Развитие специализированных частей по всей молодой России шло сложно. Были перебои централизованного снабжения пожарной техникой, снаряжением, инструментом, боевой одеждой. ПТВ сильно изменилось. У нас раньше не было пил, у нас не было гидравлики раньше. В принципе, все разбиралось вручную, никаких ни шуруповертов, ни бензопил, об этом вообще речь не шла. Даже заработную плату, которая в среднем была в 2 раза ниже, чем у бюджетников, пожарным платили с огромными задержками. Хорошо, что у меня рядом был под боком совхоз Хатаский, где директором этого молочно-овощного совхоза была Проскоя Павловна Федорова, герой социалистического труда. Я съездил к ней, заключил договор. Значит, мои ребята ездили туда на автобусе, и туда следовал уже грузовик, и там работали у нее на полях. Грузили эти мешки все на грузовик и возили все это в овощехранилище. За выполненную нашу работу нам по окончании, например, сезона выделили 20 тонн картошки натурой, 8 тонн капусты. После этого мы принимали участие, помогали в забое скота. Нам тоже выделили мясо, которое мы привозили в части, и там его делили на весах, в общем, и раздавали семьям личного состава. Людям зарплату не платят, многие уходят. Нужно было каждый день контролировать, чтобы в карауле, на дежурстве было достаточное количество водителей, которые могли бы пожарную технику к месту пожара достать, достаточное количество лиц боевого расчета, потому что 1-2 человека невозможно работать на пожары. Запчастей не хватало, я был другом, лучшим другом, можно сказать, многих начальников, директоров гаражей. Я ездил к ним, договорился, они мне запчасти давали, мы с ними штабные тренировки по пятницам проводили. Так что время было сложное, но ничего, мы привыкли к сложностям. Нехватка людей была бичом всей пожарной охраны. В некоторых городских частях на боевое дежурство заступали по 2 человека. Раньше у нас было 2 части в районе Кирзавода, была часть Мелеводстрой, была часть Кирзаводская, но мы на эти профессиональные пожарные части не надеялись. Почему? Потому что у них, как правило, в большом счете был водитель и пожарный. Все. Самое главное, чтобы они просто привезли к нам воду на пожар. Все. Машина также приезжала. Просто могла приехать АЦшка с той же самой 5-й части, и там будет один водитель, который будет и воду подавать, и тут же ствол держать. Доходило даже до того, что новых бойцов в Якутск набирали аж из Москвы. У нас Иван Яковлевич Готовцев когда-то был во 2-й части замначальника по
по политической части, типа замполита. И он ездил в Москву, и ребят, которые в Москву вот охраняли, Москву еще, по-моему, Питер, еще какой-то город, охраняли солдаты срочной службы, пожарной охраны служили. И вот ребята как раз к концу службы, и вот Ваня ездил туда, агитировал к нам ребят работать. И вот он 2 группы привез. Сначала одну группу, потом через несколько лет вторую группу привез. Был серьезный некомплект. Как сейчас помню, некомплект был 15 или 17 единиц личного состава. Да. Заступали в дежурную смену на дежурные сутки одним отделением. В боевом расчете было одно отделение в составе, в лучшем случае, 4 человека. Несмотря на все трудности, часть развивалась, получила новую технику: рукавный автомобиль, коленчатый подъемник, автомобиль пенного тушения, компрессорную станцию и автоцистерны. На вооружении части даже стояли передвижные водоемы на базе БелАЗ, причем не от хорошей жизни. Оперативная обстановка в столице была значительно сложнее. По нынешним меркам по всему городу фактически не было водоисточников. Началось у нас, по-моему, или 23 или 27-кубового БелАЗа, 27 кубов воды возил БелАЗ, к нему подсоединялась пожарная машина с насосом и подавала воду. Потом были 40-кубовые. То есть у нас, по-моему, 4 или 5 даже БелАЗов было раскидано в частях, в том числе в поселке Табаге было, поселок Газовиков стоял БелАЗ, летний период возле первой части стоял, на ГРЭСе стоял. То есть у нас, по-моему, 4 или даже 5 БелАЗов было. А еще в поселке геологов, там, где раньше 6-я часть была. По всему городу насчитывалось чуть больше полусотни гидрантов, примерно столько же водоемов. Пожарные автомобили были меньшей емкости, всего по 2,4 куба воды. Сейчас единственный АЦ на базе КАМАЗ может заменить собой 3-4 тогдашних ЗИЛа. Мало того, даже в нулевые в Якутске преобладал деревянный жилой фонд. Соответственно, пожаров высокого ранга было в разы больше. Раньше все больше было деревянных домов. Посмотри, сейчас в центре, вот, возьми вот улицу Петровского, там, другие вот рядом улицы, там, все же деревянное жилье было. Возьми вот улицу Пояркова и так далее. Раньше этой улицы Пояркова не было, как таковой улицы. Это самое. Тоже там сплошное деревянное жилье было. Где он Шевкунова, где там улица Пушкина и так далее. Здесь вот сейчас вот считай, до улицы Кирова, до улицы Лермонтова, все деревяшки были. Сплошное деревянное. А деревянный дом, чтобы затушить, если двухэтажка захватилась, ее было очень сложно прихватить. Если в первый момент это самое не успели затушить, забить хотя бы немножко это сам огонь, то когда брус захватится, его уже сложно. Потому что нужно большое количество воды. Да, гораздо больше было деревянных домов. Старики были, по 3 дней мы уезжали, раза 2-3 бывало в смену. Сотовых телефонов не было, поэтому у кого там домашний телефон тоже не у всех были. И поэтому связь, оповещение о пожаре происходило долго. На момент прибытия предупреждения уже пламя было практически открытым огнем. Одним из основных отличий спецчасти от остальных пожарных частей являются командировки. Ежегодно бойцы и командиры СПСЧ в составе аэромобильной группировки якутского главка работают в самых разных районах Якутии. При лесных пожарах, паводках и крупных техногенных авариях. Горит что-то. Этот насосная впереди. Рубка вся сгорела на стройке. В сентябре 2004 года при перекачке топлива с борта танкера «Ленонефть-2061» произошел взрыв и пожар. 6 членов команды корабля погибли сразу, 6 эвакуировались, а 1 пропал без вести. На борту судна находилось более 2000 тонн горючего. Немедленно на место ЧП вылетели сотрудники спецчасти. Собрали ПТВ, рукава необходимые. Взяли свое ПТВ на всякий случай, которое потом, как выяснилось, очень пригодилось. Сели в самолет, полетели, пересели на вертолет, полетели, приехали в поселок, увидели танкер, приступили к тушению. Очаг возгорания находился в машинном отделении. Горящий танкер стоял в 200 метрах от берега и от нефтебазы. Жителей ближайших к очагу домов эвакуировали. Прибыв на место и оценив обстановку, пожарные проложили магистраль до Ленонефти. Первыми на борт судна поднялись сотрудники СПЧ. На моей памяти это был первый опыт, когда магистральная линия прокладывалась по воде. По воде? Непосредственно по воде, да. А как она прокладывалась по воде? Представляете? Но с помощью лодок прокладывалась магистральная линия, на берегу устанавливалась АЦшка, подавалась вода. Сели на лодку, догребли до танкера, поднялись, проложили рукавные линии, подготовили все к подаче воды
А также помпу с собой взяли еще. Ну, помпа как бы нас особо не выручила. Попытались ее завести, подать воду, ничего не получилось. Пока мы там разведку проводили, пока все краны закрывали на танкере, на танках. С берега ребята решили нам помочь. Ну, я говорю то, что ребята такие, как бы, своих не бросали никогда. Они взяли и проложили рукавную магистральную линию по воде проложили от одной цистерны. Одна цистерна в поселке была. От одной цистерны проложили, кинули мы разветвление, зацепили 2 ствола, ГПСы, ну и начали работать, тушить. Борьба с огнем шла 13 часов. На помощь подошел даже ледокол «Капитан Бабичев» с лафетными стволами. Коллеги запросто, без пафоса, говорят о настоящем подвиге, спасшем не только судно, нефтебазу и поселок. Вот потихоньку там общими усилиями потушили. Вот так вот. Так и произошло. Как бы. Все как бы... Ну, Бог миловал, не взорвалось, все живы, все целы, все здоровы. Но мы тушили, если мне память не изменяет, основную ликвидацию дали часов через 5-6. Там также осталась группа для надзора, на 3 на 4 дня оставались. Угроза повторного взрыва, перехода непосредственно огня на сами танки с горючим. Плюс это грозило экологической катастрофой всей республики, по крайней мере, северной части и тому заливу моря Лаптевых. Непосредственно создалась угроза и самой этой нефтебазе поселка Юринхая. Очень серьезная была масштабная операция спасательная. Весь, конечно, смысл заключался в максимально коротком сроке ликвидации данного пожара. Задачу выполнили. И в 2020 году аэромобильная группа спецчасти опять же вылетела туда через 16 лет на тушение резервуара на складе нефтепродуктов. Также задачу выполнили. Отмечаем, опять же, хорошую работу, слаженность личного состава. Опять же, никто не дрогнул, никто не отступил, так скажем, все выполнили с честью, с достоинством. За 30 лет были крупные техногенные пожары, горел лес, размораживались и тонули поселки. Повсюду, где людям нужна помощь, приходили бойцы и командиры спецчасти. Зона ответственности специализированной пожарно-спасательной части аэромобильной группировки Главного управления Республики Саха-Якутия более 3 миллионов квадратных километров. Ни в одной пожарной части мира нет такой зоны ответственности территории, тем более в таких климатических условиях. Часть помнит тех, кто никогда не вернется с боевого дежурства. 2 декабря 1990 года старший респираторщик Александр Ядров выехал на свой последний вызов. Горел двухэтажный жилой дом на улице Орджоникидзе. Поздние сообщения и необычная планировка осложняли тушение. Младший сержант Ядров в составе звена вошел в горящее здание на помощь детям, отрезанным пламенем. Здесь горела двухэтажка, и не просто двухэтажка, а как бы старая двухэтажка коридорного типа, где огонь очень быстро распространяется, где большое количество людей, там малосемейный тип общежития. Ваня Станер, начальник караула, был, это со 2-й части был. Он столкнулся в то место, где вот увидел, что вроде как показалось ему окно, и точно там оказалось окно, и он просто вывалился с площадки 2-го этажа на крышу тамбура, который заходить в дом. И он вывалился туда. А Саша Ядров из-за неопытности пошел по коридору и все. А температура что, маска, он там маску скинул и все. Когда у нас погиб младший сержант Ядров при тушении пожара по улице Ярославского, там, спасая детей, он погиб. В то время был начальник караула лейтенант Станев. Вот. И мы должны были спецчасть, то есть мы должны сами были его найти. Очень сложно было найти, я как раз находился дома на отдыхе. Пожар произошел ночью, по-моему, 30 декабря, что ли. Вот, и мы приехали, и там дом очень большой был, угловой,
углом сделанный такой. Высушенный, старый, горел сильный. Значит, просто мы его все равно обязаны были найти. Я говорю, мы спецчасть, и своего мы сами должны найти. И мы его нашли, Кедрова. Он находился в пролете между первым и вторым этажом, потому что там лестница со второго на первый упала. Значит, из первого, значит, до там перекрытия упала, и там, получается, до второго тоже не было. И вот на этом пролете мы нашли. Мне как бы сейчас, конечно, трудно говорить, но я хочу сказать, что это наша, как сказать, задача, не задача. Мы должны были найти своего. Мы не должны оставлять. Вот это вот, я думаю, вот этот дух наш спецчасти. Работа пожарного – это постоянное обучение и подготовка. Бойцы нашей части не исключение. Как большие фанаты пожарного дела, они ежедневно отрабатывают новые тактики, изучают зарубежный опыт, новое снаряжение и спецтехнику. Но тот же самый ресурс интернет предоставляет большое количество материалов по этому поводу. Например, в городе Москве недавно проходил семинар мастерства ствольщика, где было большое количество как видеоматериала, так и теории, предоставленные организаторами. Также один из наших ребят участвовал в онлайн-семинаре по проведению аварийно-спасательных работ в высотных зданиях, который проводил пожарный департамент в городе Нью-Йорка. СПСЧ – первая в республике пожарная часть, получившая на вооружение беспилотные летательные аппараты. Пока это небольшие квадрокоптеры. Они применяются для первичной разведки очагов при техногенных и природных пожарах и уже хорошо зарекомендовали себя. Беспилотники, они очень помогают при лесных пожарах. То есть мы, когда его поднимаем, мы сразу видим площадь. Как бы это наглядно видно. Это быстрее по времени, либо обойти кромку пожара, либо мы сразу посмотрели и знаем, в каком направлении идти. Но уже в ближайшее время планируется увеличение собственной эскадрильи. В 2021 году планируется управлением авиации поставка КАМАЗа и 2 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В здоровом теле успешный пожарный. От уровня физической подготовки зачастую зависит, вернешься ли ты после смены домой. И у нас в части есть на кого равняться. И личный состав в соответствии с этим приказом и с планом ежеквартально сдают физическую подготовку, зачет. И последняя комиссия московская показала, что уровень физической подготовки личного состава СПСЧ на высоком уровне. Наша часть гордится своими спортсменами. В каждом карауле есть призеры республиканских, всероссийских соревнований. Из известных спортсменов в нашей части служит Артем Варданян, Виталий Васильев, Владимир Никитин, Жердев Иван, ну и многие другие еще есть. Они помогают своим товарищам поддерживать физическую подготовку. Наградить капитана внутренней службы Мучевчук Татьяну Владимировну, награжденной медалью МЧС России за отличие службы первой степени. Главное богатство части не техника и снаряжение, а коллектив. От товарища, с кем ты сейчас идешь в огонь, зависит твоя жизнь. И неважно, дежурная ли это смена или дневной состав. Без деления на караулы и звания часть – одна семья. Это было и остается незыблемым правилом СПСЧ. Работается легко. На пожарах каждый знает уже свои действия. То есть иной раз даже не приходится что-то говорить. Все происходит автоматически. То есть, это очень удобно. То есть каждый знает, что он должен Конечно, делать? он уже просто отработали все это до мелочей, потому что как бы больше 10 лет друг с другом проработать тоже как бы это немало. Коллектив у нас сплоченный, текучести кадров у нас нету. Личный состав, для личного состава это второй дом, то есть они приходят сутки через трое, уезжают в командировки, то есть находятся, грубо говоря, в некоторых ситуациях даже больше времени уделяют пожарной охране, чем своим семьям. Пожарная охрана сильна преемственностью. Часть помнит и ценит своих ветеранов. Ежегодно в День советской пожарной охраны проходят встречи с ними. Передача опыта, поддержка и одобрение наставников очень важны для тех, кто работает сейчас. Каждый, кто служил в нашей части, всегда хранят в сердце ее дух. Сплачивались не только свои бойцы,
и сотрудники части, ну их жены тоже. И они гордились работой. И как бы получалось, что образовалось как бы братство пожарных, как бы чуть ли не семейное вот сообщество, где вот люди все общаются между собой, и они рады этому. То, что если кто-то раз пришел в пожарке, отработал лет 5-6, все, это уже у него на всю жизнь остается. И если пожарная машина едет где-то мимо, сирену слышно, уже, как говорится, подпрыгиваешь на месте, и хоть во сне, хоть как, уже, как говорится, срабатывает до автоматизма. Дух личного состава. Личный состав, который служит спецчастью, он, несомненно, он гордится этим званием, что он служит именно в спецчасти, что на него возлагается больше обязанностей должностных и ответственности, скажем так, по сравнению, да, с обычным сотрудником федеральной. Я нисколько не умаляю сейчас труд других пожарных, я сейчас просто говорю про спецчасть. Ну, их еще именуют так негласно среди старых огнеборцев, да, пожарный спецназ. Об этом мы в открытую говорим. Не зря говорят, что элита пожарной охраны Якутии, да, там более-менее требования другие, чем у других частей. Да и уровень знания, как бы, и подготовки более-менее другой. Но главная традиция части – милосердие. Ежегодно, накануне Нового года, все караулы и дневной состав выбирают подарки для тех, кому в самый любимый праздник нужно больше всего внимания. Причем список подарков выясняют и составляют самые ответственные офицеры. Завелась традиция, личный состав сам изъявил желание. Подошли и сказали, что надо поздравить детей. И самолично они выступили с предложением. Как бы мы, как руководство, просто наше дело было маленькое, обзвонили, уточнили, что действительно, в чем нуждаются эти дети. Довели до ребят и в лице старших руководителей дежурной смены ребята все организовали закупку и вручение подарков. В юбилейный год СПСЧ готовится к переезду. Уже построено новое, крупнейшее на Дальнем Востоке страны здание части со всем необходимым. Большая территория, на которой нам позволит выполнять различные виды практических занятий, отработка нормативов различных видов, ДТП, вскрытие дверей, то есть также на территории у нас уже имеется своя теплодымокамера, которая современна по всем современным технологиям, учебная башня, 100-метровая полоса. Мало того, в ближайшее время, с учетом расширения возможностей части, на вооружение должна поступить новая техника. Буквально вот, наверное, в этом месяце поступит с Хабаровска автомобиль радиационной химической защиты на базе УАЗ-Патриот. Накануне радостного события в юбилей родную часть поздравляют ветераны и коллеги. Здоровья, успехов, удачи, вашим семьям благополучия, всего самого хорошего. И, конечно, всех своих сослуживцев, бывших соратников, коллег поздравить с тем, что теперь у наших, можно сказать, преемников или даже потомков появилась новая специализированная часть, в которой они будут трудиться. Всех благ вам, всего самого хорошего. Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем части, поздравляю вас с наступающим праздником День пожарной охраны Республики Саха-Якутия. Желаю вам и вашим семьям, конечно же, здоровья, благополучия. Желаю вам самоотверженности, воли, мужества при исполнении своей нелегкой, так скажем, задачи. Это тушение пожаров, спасание людей. Конечно же, сухих рукавов. Пожелаю всем работы, безопасной работы, чтобы все были живы и здоровы, чтобы семьи вас дожидались, а ветераны, чтобы жили долго. Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поздравить с юбилеем специализированную пожарно-спасательную часть города Иркутска. Ребята, знаю, что вам уже 30 лет.
Меня зовут Валентин Косинцев, я пожарный во Франции, служу здесь уже 11 лет как пожарный, парамедик и спасатель. Я отношусь к 56-му пожарно-спасательному департаменту. Вот так вот выглядит наша эмблема. Сейчас мы находимся в части города Понтивия. Небольшая часть, у нас 80 человек, более 2000 выездов в год. Такая не очень большая часть. В любом случае, хотел вас поздравить с годовщиной. 30 лет – это намного больше, чем просто цифры. Я как пожарный в этом разбираюсь. За этими цифрами, вот, кстати, вызывают. Вот, кстати, не соврал. Первая скорпомощь ехала, дальше на выезде мы. На чем мы остановились? 30 лет – это не просто цифры, это не просто отрывок во времени. Я как пожарный в этом тоже разбираюсь. За эти 30 лет я понимаю, что часть набрала очень много опыта. За эти 30 лет были спасены сотни людей, сотни пожаров были потушены. Продолжайте в том же духе, приносите людям добро, как и мы стараемся это делать. Хоть у нас разные страны, думаю, все-таки пожарное братство существует. Работаем мы наверняка по похожей схеме. Поздравляю вас еще раз. Желаю вам счастья в новом здании. Счастья вам лично, здоровья, не горите. Желаю всему личному составу, ветеранам подразделения, пенсионерам подразделения, нынешнему личному составу, несущему службу, руководству подразделения только успехов, служебной удачи и двигаться только вперед в одном направлении, развиваться, расширять свой кругозор в области пожаротушения, технической подготовки, всех видов специальных подготовок, которые у нас присутствуют в специализированной пожарно-спасательной части, здоровья и, что немаловажно, наверное, возможно, это самое важное будет, это крепкого тыла семейного, надежного, чтобы тылы были прикрыты всегда, и обычного человеческого счастья. Поздравляю с юбилеем нашей любимой части. Ребята, держитесь. Желаю вам здоровья. Занимайтесь всегда спортом и повышение теоретических знаний. Это всегда пригодится. И по себе знаю я. И сухих рукавов, конечно, как говорится. Всех поздравляю. Ветеранов, настоящих служащих пожарных, которые работают в специализированной пожарной части. Всех поздравляю с возведением нового здания части. Сухих рукавов и здоровья, терпимости. On behalf of Miami Beach Fire, we'd like to wish the Fire Department of Yakutia good luck on their 30-year anniversary and good luck at your new station. We're hoping everything works out well. Нашим дорогим ветеранам хочу сказать большое спасибо за тот вклад, опыт, который вы годами, не жалея себя, передавали нам, молодому поколению. Спасибо вам большое. Всех тех, кто работал в специализированной пожарной части и работает, а также родных и близких, хотел бы поздравить с нашим юбилеем, 30-летием. Пожелать всем всего самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья, удачи.